современном мире есть много разных жанров музыки на каждого любителя. Это музыка академическая, народная, это музыка техно, а также тех, кто любит что-то потяжелее. Каждый может найти то, что нравится ему больше всего. Как создается музыка с посредством инструментов, я думаю, многие из нас догадываются и понимают. Но что же такое электронная музыка? Всем привет! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы, во-первых, будем разбираться с этим видом музыкального исполнительства. Также мы попробуем записать какой-нибудь интересный хит. Будьте с нами в течение всей программы, узнавайте много нового и интересного. Ну а что касается электронной музыки, это музыка, которую некоторые знатоки называют даже неживой. То есть она длится ровно до тех пор, пока есть электричество. Так ли это на самом деле, или же музыка, даже когда в комнате тихо, играя в нас, она все равно продолжает звучать, мы будем разбираться. Испытано на себе. Сегодня мы с вами, друзья, находимся на студии звукозаписи, известной в нашем городе Якутске, я думаю, далеко за пределами нашей республики, группы «Уран». Да, группа «Уран». Это Айтал, это Дмитрий. И сегодня вместе с ними мы будем записывать трек, ну и вообще будем осваивать вот весь этот жанр электронной музыки, разбираться в его плюсах, в его минусах, которых, наверное, нет. Ну и, конечно же, попробуем узнать, почему же ее так любит современная молодежь. Ребят, вот. Да, конечно, присаживайтесь, давайте начнем. Ну, давайте с самого начала. Вот первое, о чем я узнала, это о том, что практически с конца 20 века, начала 19-го, вот это все электронная музыка была просто как-то случайно в 1974 году попробована, зарегистрирована, и потом пошло-поехало, как синтезаторы стали появляться. Вот. Основные отличия или, может быть, то, что делает различает среди других жанров музыки вот у электронной, это что? Электронное отличие от живой, условно, это синтезированный звук. Проект начинаем с нуля, Дмитрий. Получается, сейчас будет... Обычно мы начинаем с драм-партии, да? С партии ударных. Ну да, с партии барабанов. Драм — это то, что... С ударок, с ударок. Это бас, это который да, задает ритм. Ну вот, вы слышите говоря, кик, да? удар, бум-бум-бум. В любом треке там есть. И мы всегда, обычно, написание композиции начинается с этого. И вот Дмитрий сейчас находит подходящий звук. Ну, так как мы сейчас, как сказать, хотим выбрать с чего-то базового, то, что присутствует в программе, как будто вы действительно начинающий человек, только пришли, сели, и вот есть только программа и вы, грубо говоря. И вы начинаете с самой базы, с самого начала. Ну, допустим, Дима выбрал случайный кик, да, который ему понравился. Из 90-х, да? Да, что-то там называется. Да, что-то да. Сэмпл пака 90-х. Ну, это сейчас, как бы, опять же, популярно и снова возвращается. Да, ну да, кстати, что будем писать сегодня? Ностальгировать. Мысли есть какие-то? Что есть жанр любимый? Предпочтение. Да. Знаете, нет, вообще жанров у меня много, но накануне я смотрела фестиваль в Нидерландах, Армин ван Бюрен, вспомнила своих несколько композиций. Мне нравится жанр соул, также я люблю русский панк, рок, и, ну, и, конечно же, от попсы далеко не денешься. Вот если это как-то можно миксануть, и что же из этого получится? Ну, ближе всего, наверное, жанры мне таких исполнителей, как из современных это Стерео Полина. Она как раз-таки тоже пишет в духе музыки 90-х. Синтепоп, да. Да. Вот, да. И такая исполнительница, которая прям вот, мне достойна восхищения. Я думаю, тех, кто еще не слышал, вот я прям настоятельно рекомендую для себя открыть такую исполнительницу, как Луна. Ну да. Тоже синтепоп. Да. Знаем, слушаем. Вот что-нибудь такое. Так, ну, чтобы весело было тоже. Весело. Ну, то есть... у них достаточно, у обоих очень грустно. Дима, смотри, в принципе, в целом. Тут затронули тему Армина ван Бюрена, значит, что-то можно трансовое, да, получается? Да. По какому принципу она расставляется? То есть, то есть это каждый такт? Это каждый такт, то есть каждый счет раз, два, три, четыре.
Вот. Есть сильная доля и слабая доля. Для тех, кто не знает, в любом жанре музыки всегда есть базовая подложка, можно так сказать. Она состоит именно из ударной музыки, которая отсчитывает ритм. И она всегда считается до 4. Раз, два, три, 4. Иногда начинается из-за такта, то есть и раз, и два, и три, и 4. Но всегда, то есть она имеет такую структуру квадрата. Да, потому что музыка и математика — это друзья испокон веков. То есть если ты гуманитарий, шансов у тебя мало писать музыку, да? Ты можешь стать поэтом. Вот, тоже Песенником, неплохо. да. Так, ну, допустим, вот у нас есть некий ритм, который задает нам темп. Вот. Дальше что? Дальше мы можем отталкиваться уже от примеров, которые у нас есть, которые нам заданы, и мы должны на основе них что-нибудь похожее сделать. Допустим, мы берем тогда за основу Луну или стереополин. Давайте возьмем Луну, и если есть возможность, то мне нравится очень сильно одна из любимых композиций. Это либо «Лютики», либо «Сиреневый рай». Так, ну... Что-нибудь такое, то есть с объемным звуком, что-то такое. То есть когда ты слушаешь ее, ты попадаешь в какое-то максимальное погружение какой-то своей атмосферы. Так, хорошо, понял. Сейчас мы будем искать подходящие нам инструменты. У этой исполнительницы очень такой звук, он отсылает к музыке 70-х, 80-х. То есть она русская Лана Дель Рей немножко? Ну, не русская. Российская. СНГшная, так сказать. Ну да. И у нее очень много отсылок к старому синтепопу 70-х, 80-х, вот, где включены всякие барабанные электронные машинки того времени, вот, и они очень сильно дают понять, что этот звук очень винтажный. Вот. И поэтому сейчас будем искать похожие. Винтажный. То есть из предложенных композиций каждый сидит вот так вот, отслушивает и творит? Да, творит, да. Вытворяет? Вытворяет. Притворяет в жизнь. Нет, а если, допустим, вот мне иногда снится музыка во сне. И, ну, бывает даже, что при пробуждении я прям помню ее, там, какой-то мотив, какую-то мелодию. Опять же, мне кажется, гениальным. Все, что снится, но по умолчанию гениально. Вот, и если, допустим, попробовать вот это записать, если у меня уже какая-то мелодия есть, это сколько может занять? Это также от 15 минут до полугода? Буквально, да. Ну, то есть идею можно записать вот в считанные секунды, но развить ее в готовую песню, это может занять абсолютно разное время в зависимости от настроения, от занятости, от вдохновения, от умений. Вот. Если правильно это не уметь, то очень можно долго писать песню. А вот как проходит, допустим, у любого там исполнителя? Вот приходит там автор, у которого там есть музыка, ну, мелодия предполагаемая, есть текст, который он на эту мелодию положил, и он приходит в студию звукозаписи к аранжировщику. То есть он высказывает свои пожелания, оставляет это все... Высказывает свои пожелания, то, что он хочет услышать, в какой-то должно быть стилистике, в каком темпе, в какой тональности. И дальше уже методом нащупывания продюсер делает аранжировку и там уже, отталкиваясь от предпочтений заказчика, пытается угодить ему, чтобы ему понравилась та аранжировка, под которую он будет петь и исполнять свою песню. С момента первой встречи они через какое-то время уже к готовому какому-то результату встречаются, либо же они все время, весь процесс находятся вместе? Исполнитель и продюсер? Методы могут быть абсолютно разные. Вот. Как кому-то удобнее работает непосредственно находясь в процессе, чтобы каждый этап был понятен, виден, что человек
прикладывают некоторые усилия и взаимодействие с этим, вот. А некоторым попросту это неинтересно, и они хотят получить готовый продукт. То есть тут уже от человека зависит. А кто все-таки в конце утверждает, продюсер музыканта или сам музыкант? Ну, кто платит, тот и утверждает. Заказчик всегда прав. Да. Вот, А такое бывает, что аранжировщик может предложить свой вариант этого видения, допустим? Может, да, но тут уже как карта ляжет. Ну, то есть, если клиент все-таки осмелится прислушаться к чуйке продюсера, вот, то, конечно, можно согласиться, и, возможно, это будет самый лучший вариант, но иногда происходит так, что лучше настоять на своем мнении. Люди иногда хотят настоять на своем и иногда проигрывают, потому что в угоду ненаслушанности, в угоду маленького опыта, вот, они хотят что-то такое, что давно уже не интересно, и не стараются прислушаться к человеку, у которого есть опыт. Точно такая же история произошла с группой Аха, когда они написали свою композицию Take On Me. Ну, изначально это была практически любовная баллада для сока. И им пришлось переписывать около 4 раз данную композицию до тех пор, пока, то есть с момента первого исполнения этой песни, и периодически они все равно запускали на радиостанциях, и какие-то тиражировали пластинки, которые проваливались с треском. Им понадобилось 4 попытки, несколько лет для того, чтобы просто разорвать все чарты. Насколько я знаю, что этот хит пролежал неслушанным в течение 5 лет, наверное. Да, то есть начал он где-то... В общем, выстрелил он в районе 86-го годов, а появился еще вообще с момента формирования группы. То есть долго и долго. Ну вот, ребята не отчаивались, поэтому мы и знаем вот этот вот хит, который не стареет на протяжении уже 2 века, можно так сказать. Да, реворков много было, Weekend, например, тоже делал, да, подобный же трек он даже выпускал. Ну, это уже вот как раз-таки отсылки. Да. То есть, к тому как звуку. говорится, сказал к тому, что музыка может сильно вдохновлять и побуждать к постоянному обновлению. Ну, то есть кто-то вдохновляется, кто-то берет идеи и пересоздает свои видения. А что касается именно сегодняшнего дня, то есть музыка, она ведь как мода. Прослеживается какая-то цикличность, какие-то тренды. Конечно. Но на сегодняшний день, допустим, я как ребенок 90-х, да, потом ребенок поколения вот этой вот клубной музыки, и на сегодняшний момент, то есть оценивая то, что есть на радиостанциях или, допустим, плейлист своих там детей подрастающего поколения, то есть на сегодняшний день я вижу, что там намешано практически все. То есть нету какого-то конкретного жанра, который в ближайшие там 5 или 10 лет активно развивается и все его используют. Вот что сейчас? Сейчас такая тенденция, что сейчас, как никогда ранее, люди пытаются создать новое что-то, вот, и стараясь гибридизировать все, что еще не гибридизировано. То есть они стараются мешать то, что еще человечеством было не смешано, я в плане жанров и стилей. Вот. И сейчас, наверное, музыканты стараются не отталкиваться от того, что они хотят делать какой-то один жанр, один стиль, вот, потому что время сейчас очень скоротечно, вот, и интересы людей, а уж тем более подростков, они очень моментальные, вот, и музыка, которую мы можем сделать сейчас, буквально в следующем месяце, может быть не актуальна, вот, и это вечная гонка за тем, чтобы кроме тебя кто-то это послушал и это кому-то понравилось. Вот. А что касается раскрутки и продвижения, на сегодняшний день, мне кажется, каждый, кто может скачать YouTube или какой-нибудь там, найти клуб по интересам, форум, он может загружать свои треки, и то есть
мне кажется, что больше возможностей продемонстрировать свое творчество, Да, чем раньше несомненно. было. Абсолютно. Сейчас инструментов просто столько, что каждый может заявить о себе, в принципе. Того, чего не было лет 20 даже. Сейчас даже для этого ничего не нужно. Нужен только телефон, и с телефоном можно уже сделать абсолютно все. Сейчас целое поколение артистов, которые делалось только в интернете, там в ТикТоке том же. То есть из одного клипа человек, допустим, сидел там у себя в спальне, писал в пустоту, а тут он заканчивает трек, выпускает даже голую демку. Демку имеется в виду, там это не сведенная до конца, не обработанная. И это очень хорошо распространяется внутри социальных сетей. И поэтому сейчас вообще вот целое поколение выросло музыкантов новое. И в связи с этим у нас, вот как раз то, что говорит Дима, мешают артисты, пытаются найти что-то, миксуют, создают гибриды жанров. Если ранее были такие, допустим, там тот же, мы говорили про Армина ван Бюрена, он там старался писать электронную транс-музыку, да, или там Дэвид Гетта, он писал какой-нибудь хаос или прогрессив хаус, старался, да, писать. То есть они были в рамках одного жанра и претендовали на то, что вот их слушатель мог распознать в сфере вот этого жанра определенного. А сейчас, ввиду того, что столько возможностей, столько, опять-таки, вариаций для реализации музыкального потенциала, вот, и люди имеют возможность экспериментировать, о чем говорите. И поэтому сейчас нет такого единого жанра. Допустим, есть какой-то главный жанр условный, там какой-нибудь хаус, да, грубо говоря, там или транс, или техно, или фонк сейчас, да, там актуальный. Также все-таки есть, можно сказать... Но вокруг него все крутятся. В любом случае, все берут оттуда элементы, люди, допустим. Популярная певица, например, вы хотите стать популярной певицей, вы приходите, вы в любом случае смотрите, что в социальных сетях происходит, видите то, что, вот там какой-нибудь артист, он там пишет в жанре фонк, вы видите, слышите, ой, как классно, свежо, приходите к аранжировщику, к Дмитрию, и говорите, вот я услышала, хочу так же. То есть примерно это происходит так. То есть для начинающего артиста все-таки лучше ориентироваться на тренды? Ну, как, не то, что нет, допустим, мы вот смотрите, стараемся жить вне тренда. Тейлор Свифт. Да? Изначально она была очень популярная кантри-исполнитель. Да. А потом она спела про расставание с бойфрендом, и это отозвалось в сердечко каждой девушки, наверное, планеты, и она вошла там в топ-10 лучших женщин мира. Ну, вот, хотя она изначально начинала на другом. Ну тут это же творчество, это креатив. Тут тоже, ну как музыкант, вот она писала кантри только, а потом вот произошло что-то, ее вдохновило на написание совсем другого материала. И, ну, молодец. То есть пришла в другую аудиторию, привлекла что-то. Тут сложно, такого же нет универсального рецепта. Что, если мы берем сейчас обычного базового, не знаю, певца или певицу, который хочет получить просто качественный трек на выходе, без претензий на что-то масштабное, какое-то уникальное, грандиозное, потому что в любом случае, приходя или заказывая музыку там, конечно, можно в рамках, если, допустим, вы пришли к какому-то музыканту уже готовому, да, который внесет в вашу композицию нотки своего авторского почерка, то это одно. Либо если мы делаем какую-то общую композицию, понимаете, да? То есть, если авторская, то говорит, вот вы там Уран, вы пишете там электронную музыку в жанре с элементами этники, и, например, вы хотите взять оттуда что-то. Конечно, мы как Уран вам это даем, потому что мы в этой сфере спецы, мы знаем, да, мы можем какую-то экспертизу сделать, сказать, показать. Или же вы, например, приходите конкретно к Дмитрию, у него есть там сайт, отдельный проект свой, да, Яманара называется. Там он может вам совсем другую музыку сделать. R&B, хип-хоп, вот. И, например, вы обратились к нему, сделай ко мне вот
в таком авторском, да, видении своем. И тогда ваша композиция, она уже будет звучать по-другому. Вот. Не так, как у всех. То есть она может пройти через несколько рук и в каждых руках претерпевать какие-то изменения. И от первого варианта до финального это будут абсолютно разные. Да. Но вообще имеется в виду видение материала. То есть, если вы, например, опираетесь только на то, что популярно, оно и будет иметь... У нас что-то красивое получается. А вот смотрите, вот вы нажимаете, жмете, удерживаете, да, она рисует строчку. Да. А если мы что-то напишем? Ну, вот это Можно, да. Но это займет очень большой промежуток времени, но например, мы можем давайте, если попробовать. Полина написать. Это все-таки моя композиция. Давайте попробуем. Мы дарим, конечно. Дмитрий щедрый человек. Так. Всегда было интересно, как звучит мое имя в музыке. Так. И тут уже у нас получается как алмазная мозаика, грубо говоря. Получается так. Сейчас послушаем. Так. Буква П. Да. Ну вот, а вы говорите Как раз у долго. нас передача 12+, параллельно учим алфавит. Да. Закрепляем. Тут мы уже закрепляем, да. Закрепляем, да. А вот то, что она просила, вот это вот. Так, сейчас исправим. То есть, я думала, так надо. Нет, это Это абсолютно авторский сейчас почерк, да? Добавление. случайно происходит все. Так, буква Л у нас вот так кусенькая. Так, и вот так вот. Так, дальше у нас буква И. А да? чуть-чуть спустить ее можно? Вот так вот имеется в виду, Вот это больше похоже на букву Л с да? хвостиком. Вот так вот, да. Да. С хвостиком. Да, нормально. Так, буква И дальше, да, у нас? Вот видите, уже из 6 букв 3 готово, а вы говорите долго. Так, буква И, вот это вот самое... В итоге получилась ерунда, да? Вполне может быть тогда. Испытано на себе. Ну что, друзья, сейчас в рамках проекта «Испытано на себе» мы узнаем, как же звучит имя одной из ведущих, то есть меня. То есть вот, пожалуйста, вашему вниманию композиция авторская. Полина. Полина, да. Внимание на экран. Похоже на вас? Друзья, звучит отлично, да. Знаете, а мы же можем мелодию вот, исполнения каждой черточки вот эту вот заменить? Сложненько. А получается, мы теперь каждую из вот этих кирпичиков, Я сейчас что с ними происходит? стараюсь гармонизировать. Ну, то есть мы в случайном порядке нарисовали на нотах имя. И, конечно же, оно не в музыкальном ладу. То есть оно абсолютно не музыкально сейчас. Вот. Там очень много лишних нот, которые дают нам какофонию. Вот. Что А мы сверху здесь? сейчас сделаем так. Мы сейчас нарисуем базовые ноты, которые будут нам давать определенную басовую линию. Вот. И на основе нее мы нарисуем мелодию. Если, как мы уже выяснили, музыка — это все-таки математика, человек, у которого нету слуха, но хороший математический уровень, склад ума, есть ли у него также шанс стать, да? Я бы не аранжировщиком? сказал бы, что математика полностью может, Компенсировать? да, незнание музыкальное, вот, но как именно идея того, что математик мог бы сделать что-то музыкальное, вполне вероятно. То есть, А что касается сегодняшнего активного использования нейросети?
Сейчас это пока что на стартовом уровне, но мне кажется, через пару лет она может вполне заменить меня, вас, как преподавателя, поэтов, как людей, которые сочиняют стихи. Вот. И вполне сможет конкурировать с нами со всеми, но... Тогда это уже и получается, что это просто математический код, в который вводишь какие-то данные, и он выдает какой-то результат. Не совсем математически, это всего лишь... Нейросеть — это, грубо говоря, Google. Ну, то есть там, где скоплена информация, нажитая людьми для людей. Для людей, да. Вот. И нейросеть, основываясь на залежах информации, которые есть в открытом доступе, пытается это все комбинировать, вот, чтобы понравиться, опять-таки, людям. Вот. И все. Ну, то есть, и процесс будет с каждым разом все лучше и быстрее, и потом в итоге будет такой момент, когда человек уже не сможет отличить работу нейросети и живого человека, и тогда уже будет понятно, что человека можно заменить. Вот. Нет, это очень грустно. Давайте не будем думать, что это так. Погрустить. Машины придут. Восстание будет, Скайнет да? близко. Понятно, да. Скайнет захватит весь мир. Так, вот у нас есть некая базовая Не, на работа. самом деле нейросеть это отличный помощник, я думаю, в целом, для человека. Будет. Но опять-таки, смотря в какие руки попадет. Ведь недаром уже сейчас в Твиттере Илон Маск сказал, что он будет помечать аккаунты, чтобы люди могли отличать от ботов. Человека от бота? Да. Типа, где работает искусственный интеллект, где работает человек. Потому что если нейросеть, она будет, допустим, такая супер идеальная, она будет давать действительно 100% того, чего мы ждем. Ну да, ждем. Но сможет ли она также подойти авторски или с человеческими ошибками такими, которые допускаются? Создать свое и выразить, о чем оно думает? Да. Вот в этом большой вопрос. Потому что у нее же нет души, нет, не знаю... Чувств, да, то есть... Ну да, она будет делать крутой продукт, скорее всего. Ну, то есть 100% она будет крутой продукт. Вот там что-то как-то не очень. Это у нас верхняя черточка. Что такое верхняя черточка? Верхняя черточка ваших букв, вашего имени. И она опустилась практически Да, в конец. чтобы дать нам некую ноту, которая попадает в тональность. Ну вот это прям луна. Чуть-чуть мрачненько получается, конечно. Это я люблю. Что? Я выросла на песнях группы Король и Шут. Вот эти вот все сказки, где все восстали и всем было плохо. Никакого хэппи-энда. Так. Полина. Так, ну, можем повторить эти нотки. В принципе, уже задают какой-то интересный мотив. Ой, что я делал? Так.
мы вычленили из имени Полина какой-то интересный мотив. Такие вещи, кстати, очень помогают в нахождении каких-то идей, когда у тебя ступор, вот, и есть такие абсолютно случайные вещи, которые наталкивают тебя на какие-то определенные идеи. Вот. Допустим, есть такой метод написания стихов, когда ты берешь абсолютно случайную книжку, либо случайную абсолютно все, что угодно, где написано как что-нибудь, там освежитель воздуха, брошюра в музее, там, этикетка, и стараясь взять вот текст, который написан, вот, вычленяешь оттуда только самое интересное, что тебе понравилось, вот, и остальное все отсеиваешь. Вот, и все, что осталось, ты складываешь в целый текст, и у тебя получается какая-то интересная подборка слов, от которых ты можешь уже оттолкнуться и что-то придумать на основе них. Я бы почитала стихи, которые созданы на базе состава освежителя воздуха. Да. Мне кажется, это достаточно может быть интересно. А что вот это? Это синтезатор. Просто он... Ручной? Можно? Да, Это он маленький. Карманный настоящий Карманный синтезатор. Это не игрушечный, не детский, это действительно взрослый, профессиональный синтезатор, который ты можешь взять. Ну, это клавиатура как клавиатура. Так Да. это какие пальчики нужны там, чтобы... Это вот так вот, да? Так он сработает, да? Да. Да. Ага. Аналоговый синтезатор. Я затрудняюсь ответить, какая-то октава. Это очень высокие ноты. Это что-то очень Что-то связано вот инопланетное. американский рэп вот черных исполнителей. Это... Что-то у них есть такое, то есть где-то там... G-фанк, да, у них звуки есть полиции, такой там что-то вот жанр, такое, да, там какая-нибудь песня какого-нибудь там парня, выросшего в гетто. Ну, это прям как свойственные, да, вот такие вот вещи. Но его очень удобно использовать в выступлениях. Он маленький, много места занимает, и можно всегда извлечь какой-нибудь звук. Синтез. Вот что касается, допустим, того же Армин ван Бюрена. так. Да. То есть он же наверняка... Сегодня он, наверное, будет у нас это... Что у него будет гореть? Он ведь... Про него говорят. Конечно, конечно. Так. Ага, что с ним? Я не зря «Майские праздники» смотрела, его концерты, вот почему-то захотелось. Он же как обычный диджей, миксует треки. А потом он нашел что-то свое и уже начал творить. Ну, То есть- нормально грузить, да, уже? Смотри. Ну, я просто Диме говорю. Кач, ну, то есть пошел уже вот, находит уже танцевальную часть, грув, то есть грув это, как сказать, как вообще обозначить грув? Танцевальная... Подложка? Дима, грув — это, что это вообще? ну, Появляется вот это вот... в простонародье на русском, на сленге это кач. Ну то, что- да, то, что- так я и то, что- говорю, И скажу, если кач. в простонародье, то когда ноги в пляс пускаются, вот Да, то есть... То, что Был тебя набор звуков. раскачивает Да. и заставляет А Дима качать вибрации, уже которые так, совпадают да. да, с твоим Да, общим да, состоянием. ты- Да, давайте вернемся к Армину ван Бюрену. Вот, да. Получается, любой диджей, он практически начинает с того, что он импровизирует во время каких-то там Выступление. мелодий, которые уже есть. Мгм. А потом находишь что-то свое. Мгм. Вот прежде чем свое найдешь, это из концерта в концерт ты пробуешь какую-то импровизацию? Да нет, на самом деле все на студии делается. Но насколько я знаю, Армин ван Бюрен, он же вообще радиоведущий был изначально. И он тоже в том числе писал в программах, секвенсорах разных музыку. Вот. Я думаю, что в любом случае все на студии делается. Вот как мы сейчас сидим. А вот как, допустим, ты приходишь на какую-нибудь вечеринку, на какой-нибудь рейв, где собираются диджеи, они уже приходят с готовыми всеми композициями и прекрасно зная, на каком треке они что где замиксуют, или же они приходят с какой-то базой треков, и в процессе там какого-то фестиваля, рейва они уже начинают... Тут от подхода зависит.
Есть люди, которые, ну, допустим, у меня ученики, я обучаю диджеингу. Обучаю диджеингу разных людей, да, и есть те, у которых подход как раз, о чем вы говорите, прям дотошный, они садятся, как ученые люди, все расписывают, раскидывают, чтобы все идеально было, идеальное сведение, все композиции, петли прописывают, метки. Вот. А есть те, как раз, которые просто берут базу треков и сводят, как они вот видят, как они слышат, импровизируют даже где-то сразу на самом мероприятии. Но это получается в течение всего этого времени, пока ты что-то миксуешь, крутишь, делаешь, ты практически в каждой мелодии находишься. То есть это не может быть такого, чтобы, допустим, как на радио. То есть две песни склеили, добавили какую-то там информацию о радиостанции, и все, диджей, живой человек пошел спать, кнопка, которая все это поставила на репит, то есть сама работает. Нет, можно? Это не такое. Нет, можно сейчас. Сейчас, опять-таки, те же нейросети, есть нейросети, которые за тебя все сведет. Тебе просто... Тебе даже можно... Мне нравится, для видео есть некоторые программы, где можно сделать автомонтаж вообще. Просто накидываешь все видео, которые тебя интересуют, и получаешь готовый результат. Да. Но так как мы более такие, как сказать, мы застали всю эпоху диджеинга, видели там люди, как играют на виниле, как играют на полноценных деках там и так далее, с дисков, я имею в виду. И поэтому мы, конечно, приверженцы такого настоящего подхода. То есть ты пришел, играешь как есть, да, если ты диджеешь. Вот. Но, опять-таки, технологии, возможности открыты и доступны каждому человеку. Вот вы, например, знаете что-нибудь про диджеинг? Про диджеинг? Да. Только про радио-диджеинг. Ну вот, а с помощью тех же программ и так далее вы можете там научиться за день пойти выступать, играть. То есть будем играть в диджей-сетах у себя, вот, и люди услышат: о, а что это за трек? Ничего себе, а кто это? А это нигде нет. А это Полина. Да. Да, но мы знаем там об этом только мы, как бы, и все. Но не стерео. Люди не могут, да, и люди не смогут найти композицию, вот и все. Поэтому у диджеев с этим у нас это такая тема, что ты играешь неизданный материал, и это считается не то что круто, но прикольно, что ты играешь что-то, что только у тебя и все. Что, хит готов, получается? Осталось накинуть... Ну, Дмитрий волшебник, он нейросеть. Друзья, вы, в принципе, можете видеть всю нашу беседу, весь процесс работы, о том, что просто были заданы какие-то базовые пожелания. И, представляете, вот это уже полноценная композиция. Так, что у нас там дальше делается? Сейчас я чуть-чуть отбалансирую все инструменты, которые у нас есть, чтобы это было слушабельно, вот, и мы послушаем аранжировку. Слушаю композицию Полины 10 часов, да? Да, и на основе нее мы уже оттолкнемся и будем. А она может появиться, допустим, текст в каком-нибудь музыкальном сервисе, как Apple Music, там Spotify? Да, Боже мой, когда? Когда? Мне надо. Это уже, наверное, после эфира обсуждать, что дальше делать с этой композицией. Так, вот у нас готова некая Нет, вообще, база. конечно, спокойно можно все это издавать, выпускать, распространять. Опять-таки, сейчас инструментов много. Главное желание — деньги. Время и деньги. Вот. И все. А сервисов достаточно для того, чтобы дистрибутировать музыку, распространять. Мы, кстати, в том числе этим занимаемся. К нам часто приходят артисты, потому что зачастую вот у многих проблема как раз: ну, написал я хит свой, и что мне делать? Кстати, да. Как его издать, как его распространить? Это даже, наверное,
куда более серьезная проблема у людей, чем написание песни. Ну да. То есть они как бы хит написали, вот он лежит готовый. Одно дело написать песню, намного больше надо усилий, чтобы распространить и еще так угодить в аудиторию, чтобы эта песня понравилась кому-то, кроме тебя. Вот Да, вот в этом самый большой вопрос. И еще не стоит забывать, что у площадок огромные, ну не то что очередя, но есть определенные правила там, да, то есть, чтобы там попасть, трек-листы, плейлисты большие, для этого тоже необходимы связи. Да, необходимы связи, необходимы какие-то тоже подвязки, денежки, удача и так далее. То есть, допустим, вот чем этот трек хуже там, миллиона других треков? Он самый лучший. Вот. Он лучше, что... Это, несомненно, в 11:25 это лучшее, что сейчас звучит. Это точно здесь. Это лучшее, что звучало в течение всей моей недели. Вот поверьте. Отлично. Ну вот. Испытано на себе. Не на запись. Это же успех. Заказы придут. Ну, такие люди же видят, как из хуеты можно так музыкой. Я прям в восторге от всего, что сегодня произошло. И от композиции, от нашей работы, и от съемки. Друзья, вот такая вот интересная программа «Испытано на себе» у нас появилась. Я думаю, вы также узнали много нового интересного. И еще даже мы увидели рождение композиции. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!